Добрый вечер, уважаемые телезрители. Здравствуйте. В эфире программа «Главное». Меня зовут Амир Сычоев, и по традиции мы работаем в прямом эфире. Вы тоже можете принять участие в нашей программе, позвонив на номер 8 800 301 41 42. В гостях у нас сегодня Батыр Тачиев, руководитель управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Ингушетия. Батыр, салам алейкум. Алейкум. Добрый вечер. Сразу понятно, мы собрались здесь говорить о, скажем так, вашей работе, и хотелось бы в общем поговорить об итогах за 2019 год. Мы с вами очень давно не встречались в этой студии, я думаю, вам есть что нам рассказать. Ну и в принципе давайте оценим вообще ситуацию в республике за 2019 год. Если сравнивать его с 2018 годом, то по некоторым показателям у нас есть прогресс в сторону улучшения, по некоторым показателям, параметрам есть куда просели наши дела и наша работа, которая проводилась. Допустим, я имею в виду в целом, да, в состоянии законности в республике, не работая Ингушского УФАС. Если по антимонопольному законодательству, то мы выявили более, 62 дела возбудили, рассмотрели, выдали по ним предписания. Если по госзаказу, то рассмотрели более 140 жалоб. Если по закону о рекламе, то там возбудили 9 дел. Если говорить о общей сумме наложенных штрафов, это более 11 миллионов рублей. Если по картелям, вот, допустим, мы в прошлом году возбуждали дела по картельному сговору, а также сговору органов власти с хозяйствующим субъектом. Там, где хозсубъект с хозсубъектом сговаривался, такое нарушение мы выявили, там более 4 эпизодов было, на сумму более 800 миллионов рублей. Картельный сговор был выявлен. Давайте, Батыр, для тех, кто не разбирается в этом, что значит картельный сговор и как вы его определяете вообще? В данном случае картельный сговор, о нем можно говорить, и передачи в данной не хватит, о нем можно говорить очень много, но если говорить о нашем деле, то это когда два хозяйствующих субъекта сговорились между собой для того, чтобы из аукционов, так мы тендеры, да, так называем их, с этих аукционов выкинуть своих конкурентов, чтобы от них избавиться и по начальной максимальной цене контракта забрать эти торги. А как они избавляются от своих конкурентов? Какими путями? Тут существует очень много схем. Если, допустим, некоторые схемы нельзя раскрывать, да, потому что все о них узнают. Вот одна из схем – это таран-схема, когда три участника изначально сговариваются между собой, два участника подают заявки, третий участник – это реальный участник, а два участника первых – это подставные лица, так называемые. Они резко уходят вниз, начинают торговаться. Когда они опускаются ниже 50, допустим, процентов, то другие реальные участники, они видят, что слишком сильно цена упала, они не готовы настолько снижаться, поэтому они останавливаются. В итоге там есть процедура в госзаказе, это первая часть, вторые части рассмотрения заявки и так далее. В итоге, когда рассматривали вторые части заявок, оказывается, у этих двух фирм оказывается, что у них не было либо лицензии, либо допуска, либо там членства в СРО и так далее, их отклоняют. И та фирма, которая была у них третья, которая реально должна была выиграть, она остается единственным участником, который там и был. Вот она заключает по максимальной цене контракт. Это одна из схем, вот это очень старая схема таран называется. Да. Все новое, это хорошо забытое старое, да? Вообще, по работе, расскажите теперь о работе вашего ведомства, да, о вашем управлении. Как часто вам приходится выезжать, как часто вы возбуждаете дела и вообще, насколько, скажем так, в антимонопольном смысле в республике все процветает, либо наоборот? В первую очередь я хотел бы сказать о нашей штатной численности. Нас всего 11 человек в республике. Вот, допустим, одним госзаказом, всем госзаказам, это и федеральные органы власти территориальные, это и республиканские, и муниципальные, ими всеми занимается только один специалист. Другой специалист занимается всеми торгами, которые проводятся в соответствии с законодательством Российской Федерации. Это и закон о закупках субъектами, естественно, монополии, это и законы, это и лесной кодекс, водный кодекс, воздушный кодекс, и так далее, все торги. Это все торги, которые там проводятся в продаже государственного муниципального имущества и так далее. Вот это один специалист занимается, допустим. Теми же картельными сговорами, контролем органов власти еще один специалист. Таким образом, когда бывает вопрос, почему есть в неком, бывает там у нас в соцсетях пишут, почему в неком аукционе есть нарушения, а никто не реагирует. У нас более 20 тысяч таких процедур в год проходит, и один специалист, естественно, в каждую закупку заглянуть никак не может, потому что у нас есть и текущие жалобы, которые необходимо рассмотреть, а также текущие проверки, которые мы проводим постоянно.
И вот если говорить о проверках и так далее, госзаказе, то за 2019 год нами выявлено нарушение при проведении закупок более чем на 3,5 миллиардов рублей. То есть это говорит, да, о масштабности, я думаю. Это один человек практически считает, что это все вот и установил, все эти нарушения. Это очень большая сумма. Если считать, что у нас ведь, ну это, наверное, половина, чуть меньше половины закупок всей республики. Вот. Потом, если говорить о 10-й статье, допустим, злоупотребление доминирующим положением, это оказание услуг субъектам естественной монополии и доминирующим положением хозяйствующих субъектов. Если я как-то сложным языком говорю, меня поправляйте, я так понимаю, же, да, пытаюсь. Да. Если ущемляются ваши интересы, то это вот 10-я статья. В прошлом году мы предупреждение дали «Газпрому» и одно дело возбудили в отношении экосистемы. А так жалобы к нам периодически поступают. Но вот, к сожалению, эти жалобы на тоже МРСК, «Газпром» и так далее, они бывают не совсем качественные. То есть человек не прикладывает те доказательства, которые у него должны быть. Вот, допустим, последние 2 жалобы, нам просто жалобу закинули, а доказательств ведь нельзя просто так, да, обвинять там, и в том числе есть и субъекты естественной монополии. Жалобы? На что жаловались? Последняя жалоба, которую мы, допустим, сейчас рассматриваем, да, это вот отключение многоквартирных домов от газа в городе Магаз, а также с города Малгобек одна жалоба тоже к нам пришла. Плохо, когда жалоба к нам поступает, а мы говорим, дайте договор, дайте то, что у вас есть какие-то отношения с «Газпромом» и так далее. Запрашиваем информация к нам не поступает, соответственно, такую жалобу мы рассматривать не можем. Ну а другие жалобы, которые есть у нас и поступили и так далее, мы сейчас отрабатываем, скорее всего, будет в ближайшее время возбуждено дело по ним. Давайте, прежде чем продолжим об итогах за 2019, у меня вот возник вопрос. Стоимость того же бензина, продуктов тоже, да, ведь касается вас. Вы можете мониторить цены. В интернете вот буквально неделю 2 назад очень часто появлялись видеоролики, когда наши соотечественники выезжали на территорию других регионов и видели продажу того же газа, да, которым заправляет автомобиль, стоимостью в 17, 16, 18 рублей, а в Ингушетии он стоит 21, 22. И вот этот вопрос я очень хотел задать вам. Ну, как варьируется цена, кто назначает эти цены, и есть ли способ как-то уравнять наши шансы? Нам же не ездить в соседние регионы, чтобы заправляться, да? Да, соседний регион, единственный. Я благодарен, что ты задал этот вопрос. Я, честно говоря, сам себе даже хотел этот вопрос задать, потому что нам тоже поступало такие обращения, нам поступали в социальные сети, на нашей странице в Инстаграме. Вот. Хотел объяснить там позицию. Что это такое? В первую очередь, это нерегулируемые государственные цены. На бензин, чтобы вот наши граждане понимали, на бензин, на газ, тут цены государством не регулируются. Это рыночное отношение. То есть цена формируется рынком. Это во-первых. Во-вторых, мы следим за этим, следим в той части, чтобы не было сговора, во-первых, и следим, если есть доминирующий хозяйствующий субъект на данном рынке. На рынке газа в республике нет доминирующего хозяйствующего субъекта. Это означает, что одного и того же хозяйствующего субъекта, вот Чоев Амир, у него 35 и более процентов всех заправок в республике. То есть тогда ты сможешь регулировать цену. Такого у нас нет. Вот по газу нет. А по бензину такое есть. У нас доминирует Роснефть. В Роснефть мы постоянно запрашиваем информацию. Вот, именно Роснефть, у нее очень минимальная наценка. Вот, действительно очень минимальная наценка. Если брать, допустим, тот же газ, наценка от 1 до 3 рублей. Амир, вот чтобы понимать, вот, это 1 рубль, это туда и налоги, и коммуналка, и зарплата, и все остальные отчисления. Все входит вот в этот 1 рубль. Мы запросили вот в последнее время, буквально неделю назад, запрашивали информацию, ответы к нам еще продолжают поступать, не все ответы к нам поступили, просто еще есть срок. Вот, по тем ответам, которые мы уже получили, цена от 1 до 3 рублей. 3 рубля всего один хозяйственный субъект, который установил цену. Это крупный хозяйственный субъект, ему, в принципе, для выживания необходима эта сумма. Но если он не опустит, то у него не будут покупать. Это и есть рынок. То есть он будет вынужден его снизить. Вот. А так, в основном, основное количество, да, у нас газозаправочных станций с надбавкой работают в 1 рубль. Во-первых. Во-вторых, их найти, честно говоря, бывает очень сложно. Для снижения издержек они не покупают. Вот, может, это будет выглядеть дико, ни компьютеров. Бухгалтер сам, этот индивидуальный предприниматель, который открыл, работает. Офиса у него нет. Если это максимальный офис, это вот то место, да, где продается газ. Вот больше у него ничего нет и так далее. Это все ради снижения издержек.
такой индивидуальный предприниматель либо больше рубля полутора не накидывает на литр газа. Вот. А другие, вот есть 2 рубля, и так далее, вот там чуть-чуть есть офис и так далее, там чуть-чуть получше. И найти нам его проще, вот, и запросить у них информацию. Они, бывает, даже приходят нас спрашивают, а как нам ответить? Вот если вы нам дали бы возможность там напечатать, мы бы напечатали бы, вам бы дали. Вот. Я не принижаю их, да, их хозяйственную деятельность, и ни в коем случае мы их не жалеем, если происходит, да, опять же, тот же сговор на рынке и так далее. А вот мы проверили, вот хочу повториться, мы проверили их сумму, закупочную цену и цену реализации. Вот эта цена и формируется. Так получается, они закупают газ за рублей 18? 16 купили, 17 продали. Максимум 16 купили, 18 продали. Если по тем же, да, слухам, если, как нам говорят, что в соседнем субъекте на 3-4 рубля дешевле стоит газ, то это огромный рынок, это огромный потенциал. Тогда любой человек, вот можно призвать, да, пойти, вот кто говорит, что нечем заняться в республике, отсутствует ниши, так покупайте там газ, продавайте его здесь. Это вот можно открыть бизнес, и это будет очень рентабельным. Но вот что-то мне подсказывает, да, профессиональное чутье, что вы его продавать не будете. Это тот же Ростехнадзор, Роспотребнадзор и так далее, они должны вот свое слово в этом сказать. Почему так происходит? Вот. А другие вот на газ, да, вот хотел бы сказать, там, формируют цены. Что формирует цену на газ? Это сезонность. 2 раза в год минимум газовые заводы, они закрываются, газоперерабатывающие заводы закрываются на ремонт, на планы. А тогда цены автоматически подскакивают. Соответственно, ты должен дальше покупать этот газ, ездить за ним, да, покупать его, привозить и так далее. Во-вторых, очень большое значение имеет сколько объем, да, какой объем ты закупаешь. Чем больше, тем больше скидка. Вот. И третье, допустим, это место хранения. Если у тебя своя газовая станция на территории Республики Ингушетия, у тебя огромное хранилище, ты в сезон купил газ, залил это хранилище, у тебя будет весь сезон, там хоть 12 рублей может быть этот газ. У нас на территории республики крупных газовых хранилищ нет. Поэтому мы отсюда и получаем такую цену. Но опять же хочу сказать, что у нас все-таки эта цена ниже, чем в других соседних субъектов. А на тот же бензин, если брать вертикально интегрированные нефтяные компании, это вот Лукойл, Роснефть, Газпром и так далее, в нашей республике, вообще в нашей стране у нас самая низкая цена на бензин. Именно вот на заправках Роснефть. Мы, честно говоря, благодарны Роснефти, гордимся этим. Это и наша работа. Они не успевают поднять цену, мы сразу им запрос направляем. Вот за прошлую неделю буквально 2 запроса ушло. Почему вы на 5 копеек подняли цену? Почему на 15 копеек подняли цену? Дайте документы, на какую сумму вы закупили и какая у вас там маржа. Если она превышает, соответственно, автоматически вопросы задаются. А почему столько? Почему до сих пор вас рубль устраивал, а теперь вам рубль 0,5 нужен, да? 5 копеек еще накинули? В связи с чем эти расходы и так далее? Обязательно эти вопросы встают. И периодически мы с ними вот на контакте и общаемся на эту тему. Отвечают? Роснефть, естественно. Тут-то у нас система запроса очень сильно влияет. Тут не представить информацию, штраф 500 и более 1000 рублей на компанию. Поэтому, да, отвечают все. Батыр, у нас звонок 8 800 301 41 42. Говорите, мы вас слушаем, вы в эфире. Алло, салам алейкум, Амир Батыр. Салам. Батыр, у меня вот такой вопрос. Я вот слышу большие цифры, большое количество цифр. Наверное, это говорит о том, что вы работали усердно, плодотворно. Поводов сомневаться у меня в этом, конечно, нет. Хотелось бы узнать, вот учатся ли на своих ошибках оштрафованы и насколько часто повторяются, вот случаются рецидивы нарушений. Барку. Спасибо большое. В основном, честно говоря, у нас нарушают одни и те же. Вот не учатся, короче. Не учатся абсолютно. Либо нет мотивации учиться, либо есть более мощная мотивация, да? Вот, либо я не знаю что, либо вот незнание. Но вот, честно говоря, вот необходимо отметить, что вот, допустим, в том же госзаказе основное количество нарушений – это от незнания закона. К сожалению, очень мало тех же заказчиков, те же министерства, ведомства нашей республики, которые отправляют своих сотрудников на обучение. А это очень сложный закон. Более 1500 только там писем, которые разъясняют этот закон. Еще больше судебная практика и так далее. Это очень большой и сложный закон. Поэтому не отправлять туда человека. Вот институт закончил, взял, работай. Ну, это очень сложно. Он должен как минимум обучиться. А обычно те же министерства, муниципального образования, ведомства, да, и другие государственные, они говорят, у нас денег нет их обучить. То есть 10-15 тысяч его обучить нет, но штраф заплатить там 200, 300 и 500 тысяч, ну, вот потом они находятся, к сожалению. А платят штрафы?
О, конечно, вот если эти же цифры, да, привести, то только по госзаказу наложено штрафов на сумму 4 миллиона 600 тысяч. Из них 3 миллиона оплачено в федеральный бюджет, 4 миллиона в республиканский бюджет, 720 тысяч в местный бюджет. Это те деньги, которые к нам поступили. То есть мы оштрафовали на 4 миллиона 600, оплатили 4 миллиона 500. Это необходимо отметить, что этот закон очень справедлив в том плане, что если это министр нарушил, штрафуется министр, и его штраф поступает в республиканский бюджет. То есть тот бюджет, чьи интересы он нарушил. Если глава города нарушил, то поступает в городской. У него забираются деньги с его личного кармана, не из города, да, хотел бы уточнить. С его кармана забирают штрафы как с должностного лица и перекладываются обратно в бюджет. То есть ты нарушил интересы граждан города, там, любого из наших, да, сейчас боюсь сказать какой-то один город, вот, любой город, 4 города у нас, поэтому эти все деньги обратно уходят в бюджет этого же города. То есть те люди, которые пострадали от его действий, получают обратно эти деньги в казну. Ну, в общем, это хороший закон, да, справедливый, согласен. Да. Ну, раз мы говорили про газ, говорили про бензин, да, друзья, цены на нефть снова обвалились. Да. Упали, и впереди нелегкие времена у автолюбителей. Поэтому ездите меньше. Это единственный совет, который я могу дать. Идем дальше. Ну, в 2019 году, да, ближе уже к концу года, интернет разрывал новость о том, что некоторую часть территории в Аль-Юрте, в лесном массиве, да, была передана в аренду. И была шумиха, непонятно было, что за аренда. Вот, я знаю, что ваше управление тоже работало с этим делом. Расскажите, если есть вариант, то и с подробностями. Чем это закончилось, что там было? Ну, это дело по сговору органа власти с хозяйствующим субъектом. Все-таки вот. Сговор был? Сговор. Но мы еще дело не завершили, поэтому возбудили дело по признакам сговора. Да, мы считаем, что сговор есть. Признаки, да, это сговор, они до сих пор как бы есть. И где-то, ну, максимум через месяц мы уже выйдем на решение, а решение будет опубликовано на сайте, а также в наших социальных сетях мы о нем расскажем. Это 4 дела, вот 4 участка были проданы с торгов 4 участникам торгов. Это 2 ИП и 2 ООО. Вот. Торги были, но вопросов очень много было к ним. Допустим, в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации, эти торги необходимо размещать на сайте торги.gov.ru. Размещено там не было. Там было размещено в закрытой части, а уже опубликовали только после того, как контракт был подписан. То есть все это время там скрывалось. Но на сайте электронной торговой площадки, где это размещалось, там это все публиковалось, и там все это было. Но вот основная площадка, именно указана по постановлению правительства, там этого не было. Вот. Также очень много вопросов было. С IP-адреса, с территории, получается, Министерства природных ресурсов 2 заявки были поданы. Как, почему орган власти был заинтересован в том, чтобы подавать заявки за участников торгов? Тоже вопрос. Вы отслеживаете даже вот эти моменты, да? Безусловно, конечно. Ну и другие факторы там были, Амир. Вот по этим факторам мы эти дела возбудили и рассматриваем, в стадии рассмотрения находятся. Вот считалось, что есть очень много комментариев, мы в том числе в соцсетях, когда поступали к нам, и мы их читали, о том, что нечего нас лес продавать. Да, вот этот вопрос, честно говоря, хотел бы на суд зрителей оставить, просто задать его и оставить, не отвечая сам за него. Сегодня что происходит с нашим лесом, с тем же государственным контролем, который у нас сегодня есть, мы все видим. Если кто-то не видел, он может просто выехать, увидеть, что творится с лесом. Вот, и обваленные деревья, и неухоженность, и браконьерство, и черные лесорубы, и вот все там присутствует. Амир, если этот земельный участок, лесной участок, передать лично тебе, то позволишь ли ты у себя на земельном участке промышлять тем же черным лесорубом? Нет, я сам буду. Амир, и будет ли у тебя заинтересованность в том, чтобы быстро весь лес срубить, вот если у тебя контракт на 30 лет, быстро срубить лес, опустошить землю и уйти оттуда? Ну, со здравым смыслом, если отвечать, то нет. Да. Я буду как-то ухаживать. Через 10 лет что тебе рубить, да? Через 15 лет тоже надо рубить, значит, надо сажать дерево новое. Надо его растить. Если ты сегодня срубил все лучшее дерево, да, там, которое там присутствует там, на территории, то, соответственно, у тебя останется только такое неиспорченное дерево, с которого ты не вырастешь даже нормальное новое дерево.
Тем более до сих пор у нас питомника не было. Сейчас есть декларация о том, что мы хотим его построить все-таки. Я надеюсь, что он будет построен. А если он не будет построен, то ведь ты сам должен у себя на участке именно заниматься этим вопросом. Самое лучшее дерево отбирать, брать у него рассаду и так далее, растить это дерево и сажать его, чтобы ты мог через 15-20 лет его срубить и продать. Либо там, да, опять же, заниматься этим. Ведь если ты рубишь это дерево, если ты производство у нас наладил, если у тебя на 30 лет контракт, ты будешь заинтересован именно обработку у нас сделать, не просто продавать этот лес, да, брус, а производить у нас мебель и так далее. Это дополнительные рабочие места, это дополнительные налоги, это дополнительный порядок. И тем более, вот необходимо сказать, ты к себе на участок уже никого не пустишь. Да. Это будешь, это не твой участок по закону, вот как бы он в аренде у тебя находится. Люди также имеют доступ туда, но рубить его и так далее не имеет права никто, кроме тебя. И ты полностью будешь отвечать за каждое вырубленное дерево. Но вот сейчас на какой стадии все это? Все-таки аренда она есть или ее нет? Нет, мы сначала возбудили дело, потом выдали, пообщались с представителями. Благо, надо сказать, что представители Министерства природных ресурсов к нам пришли, там, мы с ними поговорили на работе у нас, и пришли к мнению, что они бы как бы не против расторгнуть эти договора, вот, раз здесь уже такие выявленные факты нарушения. Мы им выдали предупреждение, и они вот очень оперативно исполнили это предупреждение. Все 4 договора были расторгнуты сразу. Хорошо. Ну, какие еще были случаи в 2019 году? Просто, можно тут добавить? Да, мы просто за то, чтобы... Мы не против торгов, мы за то, чтобы отдавались торги конкретным людям. Торги должны быть открытыми. И как нам заверило само Министерство природных ресурсов, они рады каждому, кто придет к ним и сообщит: я хочу вот этот вот участок взять в аренду у вас, пожалуйста, выставите его на торги. Они готовы его выставить на торги, тем более это поступление в бюджет и так далее. Сегодня ничего не поступает, а завтра, когда придет арендатор, будет что-то поступать. Не что-то, а так нормально, существенная сумма. А если 2, 3, 4 там, участника туда придут, допустим, вы захотите поменять профессию, стать там, да, лесником и так далее, рубить лес, там, пилораму свою открыть, ферму, завод открыть и так далее, у вас будет доступ. И, соответственно, начальная цена контракта, если она 400 тысяч была, то вы будете уже состязаться за эту цену в год. И до миллиона может дойти, до 5 миллионов, в зависимости от участка. И эти 5 миллионов будут поступать в бюджет. За эти 5 миллионов можно отремонтировать садик, да, там, допустим, школу и так далее. Это очень нужны нам деньги. И купить новые деревья. Ну, а за 2019 год цифры... Как вообще проведена работа? Сколько вы говорили перед началом эфира, цифру очень крупную цифру вы озвучили, там около 3 миллиардов, да, что-то было? Да, более 3,5 миллиардов. Расскажите, откуда эти цифры, что это за суммы и как вы к этому пришли? Да, это те цифры, которые мы, допустим, когда к нам поступила жалоба, мы выявили нарушение, выдали предписание. И вот мы смотрим, начальная максимальная цена контракта какая была? Ну, 200 миллионов. Мы отменили его, потом следующий. А потом пошли, допустим, на проверку куда-нибудь, там, территориальный, федеральный орган власти, либо в Министерство, администрации, муниципального образования и так далее. Пришли к ним, посмотрели. У них выявили также нарушения по пройденным закупкам, и смотрим, за какую цену они выставляли эти торги. Вот на размещение заказа на эту сумму мы и выявили эти нарушения. 3,5 миллиарда. Более чем 3,5 миллиарда. Это очень сложно отследить эту цифру, это надо сидеть вот месяцами, чтобы подсчитывать, но то, что уже 100% можно сказать, это более 3,5 миллиардов. Но необходимо отметить, извиняюсь, вот за 2018 год более 5 миллиардов было. То есть тенденция на снижение уже 1,5 миллиарда, это существенно. Да? Это большие деньги. Мы надеемся, что уже по итогам 2020 года их будет совсем мало. Либо было бы хорошо, если вообще не было бы, честно говоря. Это было бы хорошо. А вот вы несколько раз затрагивали, что и госучреждения, да, как-то, скажем так, косячат иногда. Часто нарушают госучреждения? Допустим, тот же орган, да, сговор с органом власти, это вот те же министерства, в основном, которые, и другое министерство, сговор. Допустим, у нас, я просто не буду вдавать подробности, потому что почему не буду? Потому что если я туда вдамся, надо будет называть фамилии. Да, называя фамилии, противоречит закону о персональных данных. Все, это уже как бы штраф. Я вас понял, можно просто поэтому вот должно было состояться некое мероприятие в республике, оно состоялось, и через 2 месяца это министерство объявляет торги на его проведение. Мы это увидели в результате мониторинга и спрашиваем у министра: слушайте, а почему так? Вы что, еще раз хотите провести то мероприятие? Он говорит: нет, мы тогда не успели. Слушайте, значит, если это уже отыграно, значит, кто-то там уже победил. То есть, раз там кто-то уже поставщиком был, но он не может без торгов быть поставщиком, значит, вы с ним сговорились.
И он потом, получается, в итоге является тем же победителем этих торгов, он его выигрывает случайным образом. Он-то может и до 500 тысяч опуститься, да? Потому что это, он же в работу выполнен, уже все сделано. Вот. И вот за это и возбудили дело. Интересно. Таких дел бывает, к сожалению. Так, стоп, давайте разберемся вот с этим. Допустим, я хочу провести в Ингушетии большой турнир, положим, по дзюдо, да? Да. Это мероприятие международного масштаба. Даже это мероприятие я должен выставлять на торги, правильно? Если это бюджетные средства, безусловно. Есть порог там. Сейчас раньше было 100 тысяч, там 300 тысяч, 400 тысяч, в зависимости от заказчика, да, и от того, что вы покупаете. Но если я все делаю на свои деньги или на деньги инвестора, то... Нет, тут проблем вообще никаких нет. Да? Если эти деньги поступили в бюджет, то вы обязаны провести торги. Я вас понял, спасибо. Ну, 2019 год был сложный. И у вас было много работы, как я посмотрю, более 3,5 миллиардов рублей. Это очень много. Это только одно направление. Да, это только одно направление. И там один человек занимается этим. Одно направление. И в других примерно такие же цифры? Конечно. Допустим, если взять антимонопольное законодательство, это те же сговоры, это та же недобросовестная конкуренция, это тоже ограничение конкуренции органами государственной муниципальной власти, это те же нарушения в финансовой сфере. Тут и те же нарушения при проведении других торгов, это вот государственное муниципальное имущество, если продается, передается в аренду и так далее, концессия и так далее, это все туда входит. Допустим, только за прошлый год мы дали предупреждение на возврат обратно в казну незаконно выделенных земельных участков. Их было больше там 36, если я мне память не ошибаюсь, если не изменяет память, если я не ошибаюсь. 36 земельных участков. Это то, что только мы выявили. К сожалению, жалоб не поступает. Вот хотел призвать наших граждан, торги Говру, заходь туда, там есть вкладка продажи государственных земельных участков, допустим, если брать имущество отдельно, земельные участки. Заходите и смотрите, видите торги, участвуйте, подавайте заявку, участвуйте. Ведь если деньги, да, если мы поднимем цену за этот земельный участок, муниципальный бюджет получит больше денег, чем изначально по тому же сговору, да, по своему человеку, если будет попытка со стороны главы Один момент, Батыр. Любой человек, физическое лицо, может зайти. Абсолютно. Да? И если его интересы ущемят, я вот прошу обратиться к нам. Просто есть скептические люди, очень многие относятся к этому. Ну, там, разве мне помогут? Допустим, по госзаказу 140 жалоб к нам поступило, 130 из них были обоснованы, либо мы в них выявили нарушения. Только 10 жалоб были необоснованные. И это говорит о том, что, ну, как бы нарушения выявляются. Даже если жалоба не обоснована, мы все равно там выявляем нарушения. 140 жалоб, 300 нарушений мы в них выявили, в 140 жалобах. Поэтому призываю обращаться к нам, и мы будем защищать интересы этих граждан. Я как физическое лицо на этом портале Торги.ру, да, вы сказали? Торги.ру. Как, ну, вижу я, что продается земельный участок в Ингушетии, начинаю участвовать в торгах. И что я делаю? Какие мои действия? Я повышаю цену. Что я делаю? Сначала подаете заявку. После того, как подаете заявку, в назначенное время, там это время зафиксировано, дата, время, приходите туда. Если это не электронные торги, то приходите туда и методом поднятия руки и так далее. Либо устраиваем, грубо говоря, аукцион. Аукцион, да? Устраивать на повышение. Кто больше заплатит, тому и государственное имущество должно достаться. А если я выиграл аукцион, но денег у меня нет? Тогда вы должны изначально подать задаток за свое участие. Этот задаток переходит в государственный бюджет. Государственный бюджет, и торги объявляются заново. Понял. В общем, друзья, тоже схема непростая на самом деле. Еще, ну, какие еще интересные, даже не интересные, а... Про нашу работу еще можно немного сказать, да? У нас, благо, наша структура, у нас мы не являемся структурой, которая есть палочная система. То есть чем больше выявил нарушения, тем ты лучше там среди своих коллег территориальных органов. У нас этого нет. И ни минимальных, ни максимальных показателей, ни усредненных, ничего нет. Наоборот, у нас есть показатель качества выполнения работ. Отсутствие нарушений – это и есть качество. Но это отсутствие должно быть подтверждено еще опросом субъектов малого и среднего предпринимательства в регионе. Если они подтверждают, что действительно здесь нарушений очень мало, то тогда действительно работа качественна. А если они говорят, нарушений много, а территориальный орган говорит, нарушений нет, то, соответственно, руководителю территориального органа не поверит, и, грубо говоря, он будет вызван на ковер для объяснения ситуации, что так происходит. А с этой же целью, для того, чтобы снизить нарушения, вот почему в 2020 году нарушения должно быть меньше, в 2021 году еще меньше и так далее, мы, Федеральная антимонопольная служба, разработала антимонопольный комплайнс.
И он вошел именно в национальный план развития конкуренции. Это он утвержден указом президента Российской Федерации. Вот. И вы, вот, допустим, просто если объяснить попроще, вы, допустим, министр экономики. Вот, Не дай бог, но допустим. Да, допустим, не дай бог, да. Вот, и вы у себя принимаете антимонопольный комплайнс. В этом комплайнсе, комплайнс — это норма свод законов и правил, которые вы для себя принимаете. Это добровольно, это ваша конституция для себя. И вы там пишете, какие риски нарушения у вас внутри ведомства, министерства существуют. Если это Министерство экономики, это какие-то программы, раздача субсидий, это тот же госзаказ, это тоже управление государственным муниципальным имуществом. То есть те риски, где вы можете ограничить конкуренцию, ограничить интересы конкретного человека и бизнеса. Вот. И определяйте одного человека у себя и говорите, вот все наши документы, которые будут исходить, ты будешь проверять на соответствие антимонопольного законодательства. Он проверяет только после того, как он ставит резолюцию о том, что это все соответствует антимонопольному законодательству, этот документ покидает министерство. Если он говорит, не соответствует, соответственно, уходит на доработку. Если этот институт правильно будет внедрен и использован нашими министрами, главами администрации, да, муниципальных, то нарушение антимонопольного законодательства должно сократиться вообще к нулю. Вот. Если нарушение по итогам 2020 года не сократится, допустим, это означает, что этим министром, главой муниципального образования, эта норма просто игнорируется. Вот. И, соответственно, можно делать какие-то оргвыводы в отношении этих лиц. И еще вопрос, штрафы, накладывающиеся на... физлица могут попасть, допустим, к вам на карандаш, грубо говоря? Да, за нарушение закона о рекламе, допустим. Если будет незаконная рассылка СМС, если незаконные баннеры будут вывешены и так далее. А как вы это отслеживаете? СМС как отслеживать? СМС обязательно к нам, мы сами не отслеживаем и не можем. По структуре закона СМСки, если к вам пришли СМС-спам, вы пишете к нам жалобу. В этой жалобе вы пишете согласие на обработку персональных данных, пункт 1, пункт 2, согласие на затребование вами моих данных у оператора сотовой связи, это тоже законом охраняется, тайна, и так далее. Вы к нам даете, мы запрашиваем информацию, действительно эта смс в это время ушла, оператор связи нам говорит, да, такое было, и пишет, кто отправил. И отправитель, соответственно, запрашивает информацию. Было ли у тебя согласие этого абонента на получение рекламы? У меня еще один хороший вопрос в тему, который я, честно, не знал, кому задать, но, Батыр, спасибо, что пришли. Часто бывает так, что на мой номер, на номер друзей звонит условный какой-нибудь банк и предлагает свои услуги. У нас возникает вопрос, так, стоп, а откуда у вас мой номер телефона? Я с вами никаких дел не вел, никаких дел не имею. И вот этот момент можно как-нибудь пожаловаться, сказать, что вот звонят мне и предлагают свой продукт, грубо говоря. Да. Но они, во-первых, отнимают мое мнение, и, во-вторых, откуда у них мой номер, кто им его дал? Во-первых, обычно они, эти же люди очень опытные, они не вам первому звонят за этот день, даже за этот час. Они обычно спрашивают, есть ли у вас время поговорить? Вы когда говорите «да», вы даете согласие на получение от них информации. Вот. Если вы говорите «нет», откуда у вас мой номер телефона, они должны прекратить с вами общение. Если они не прекращают, вы можете написать к нам жалобу, опять же, по той же схеме, которую я сообщил ранее. Если, в основном, знаете, как бывает, вы куда-то, когда-то пришли в магазин, оформили скидочную карту, расписались в форме, и там где-то стояла галочка о том, что вы согласны на передачу этим субъектам ваших персональных данных третьему лицу. И обычно это банки тогда и приносят, а вот ваше согласие, вот ваша подпись, вот дата, время, вы согласились, допустим, этому же какому-то магазину XY, на передачу ваших данных третьему лицу. Вот мы и получили от этого магазина ваши данные. Вы сами-то расписались. Вот все. Тогда нет нарушений. Знаете, есть один очень интересный момент. Что бы я ни подписывал, вот этот маленький квадратик с надписью я всегда пропускаю. Я не подписываю. Я пишу, что я не согласен. Отлично. Тогда к вам не должно быть никаких вопросов. Еще раз мне позвонят, обязательно скажу нет. Я обычно с ними не разговариваю. Они представляются, на этому нет, неинтересно, до свидания. И не перезванивают? Бывает, что перезвонить, потом еще раз. Было пару раз. Скажите, уйдет жалоба ФАС. И все, да? Да. Пожалуйста, на вас ФАС, и все, да? Да.
Натравлю на Да. вас фас, вот так будет Ну, хорошо. Амир, еще были курьезные случаи, если про них рассказать. К нам поступали жалобы, почему МЧС к ним присылает рассылку СМС, что верхний Ларс закрыт, верхний Ларс открыт там и так далее. Я вообще в Грузии не езжу, мне это неинтересно. Тут необходимо разделить этот СМС-спам на рекламный и нерекламный. МЧС — это предупредительная реклама, это не реклама, точнее, это информация. А есть реклама. К информации закон о рекламе отношения не имеет и на него не распространяется. Поэтому вы можете прийти к себе, там, к оператору и сказать вот, письменно: я не хочу от МЧС получать с полной вот ответственностью, не хочу получать от них смс. И тогда оператор связи должен поставить блок. Мгм. Знаете, когда мне приходит подобное сообщение, что верхний Ларс закрыт или верхний Ларс открыт, я в душе благодарен МЧС, потому что, ну, я владею информацией. Конечно. Если кто-то из моих друзей скажет: ну все, я в Грузию, я ему скажу: брат, сегодня верхний Ларс закрыт, оставайся дома. Да. Поэтому не жалуйтесь на такие вещи, это, в принципе, полезная информация, которую лучше знать, чем ее не знать, да? Да, конечно, тем более от МЧС отказываться от смс не стоит. Это же не только по верхнему Ларсу может, да? Да. Завтра может прийти информация Ветер. по твоему же городу, конечно, конечно. Так что Катаклизмы, не дай Аллах. аккуратнее с МЧС, не шутить. Ну, еще раз вернемся к 2019 году. Ну, так, стоп, у нас третий месяц 2020 года стартовал. Да. За 2020 год есть какие-нибудь интересные случаи? Уже. За 2020 год у нас, честно говоря, вот если брать 44-й закон о госзаказе, то жалоб поступило в 3 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Вот мы очень рады этому. Честно. Мы надеемся, что это благодаря снижению, да, количества нарушений и так далее, не потому, что люди перестают там жаловаться и так далее, либо там проводят эти торги, а действительно, что нарушения снижаются. Вот, и если это так, то как бы наша работа, она не пропала, да, она вот реально приносит пользу. Еще один момент для тех, кто относится скептически к управлению Федеральной антимонопольной службы в Республике Ингушетия. Давайте уточним, вы федеральный орган, Да, вы в субъекте никому не подчиняетесь. нет. Вот о чем. Прямого подчинения нет. Мгм. И никто повлиять на вашу работу в республике не может. Сказать, типа, вот, ребят, давайте вот здесь вот отмажем человечка. Абсолютно нет. И более того, если такое произойдет, то это вина всецело полностью моя. Если такое произойдет. Но такого не было и не будет. Ну, мы желаем вам удачи, Да, чтобы спасибо. такого не было, потому что нужны такие органы. Но которые абсолютно, вот, повлияют. Амир, хочу сказать, что вот, полная поддержка в этом плане у нас есть от главы республики и от главного федерального инспектора. Поэтому как бы работаем в этом направлении. Это очень здорово, на самом деле. Ну, давайте будем подводить итог. Осталось буквально пару минут до конца нашего эфира. Каким был 2019 год для антимонопольной службы? 2019 год, он, естественно, был сложный. Не сказать, что он отличается чем-то от 2018 года. И 2018 год сложный, и предыдущий год, они каждый по-своему. Где-то одно нарушение выявляется, где-то второе нарушение. Вот если брать тот же 2018 год, допустим, у нас вот хрупкая сотрудница нашего управления, сидя за своим рабочим компьютером, выявила картельный сговор на сумму там, около 900 миллионов рублей. Картелем были охвачены более половины субъектов в Российской Федерации. Причем интересно было, что Ингушетия там не была замешана, Ингушетии не было. Это при поставке лекарственных препаратов и фармизделий. И штраф наложенный недавно, у нас это дело центральный аппарат забрал, потому что охват очень большой, где-то ближе к концу рассмотрения этого дела. Так-то мы абсолютно всю работу проявили, сделали. И штраф там составил 326 миллионов, по-моему, рублей на эту компанию. Компания была довольно крупная, там оборот за 60 миллиардов уходил. Вот, допустим, сложности, картельный сговор — это очень сложно доказывать в судах и так далее. Вот есть свои сложности. В 2019 году, что было хорошо, мы не проиграли ни одного судебного дела. Все абсолютно судебные дела вот, мы выигрывали в судах. Не в первой инстанции, так второй. Не второй, так в третьей инстанции завершающей. И это очень приятно, что мы находим контакт с судьями, можем объяснить судьям свою позицию. И понимают вас. Да, и понимают нас. Ну и давайте еще раз уточним, все дела, которые выиграны вами, это плюс для бюджета республики, для бюджета административных округов?
В первую очередь, все, что мы делаем, защищая конкуренцию, защищая бизнес, это защита интересов конечного потребителя. Ведь от конкуренции выигрываем мы с вами. Конкуренция — это всегда лучший товар, это всегда лучшее производство, это технологии, это развитие технологий и так далее. Ведь если вы монополист, никто на рынке вам не мешает, и вы всегда будете работать в одном направлении. Вам незачем ни технологии новые применять, ни двигаться куда-то. Но если будет конкурент, который вам наступает на пятки, вы всегда будете улучшать свой товар для того, чтобы был спрос на него. И всегда после этого побеждает конечный потребитель. Вот ради него мы и работаем. Не ради штрафов, не ради всего остального, а ради того, чтобы конкретному нашему жителю было удобно и комфортно, чтобы его интересы не нарушались. И вот на такой позитивной ноте, друзья, мы завершим наш сегодняшний эфир. В гостях у нас был руководитель управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Ингушетия Батыр Тачиев. Батыр, спасибо за уделенное время, за очень интересный разговор. Друзья, это была программа «Главное». Для вас все так же работал Амир Цичев. Увидимся на канале НТРК. Всего доброго. До свидания.